Спасибо большое, Талгат. Спасибо большое, коллеги, за приглашение. Да, я сегодня хотел бы поговорить о картах и картах как методе, как инструменте изучения истории. Да, к сожалению, за 10 минут очень трудно сильно очень углубиться в тему, поэтому я решил просто показать побольше картинок, побольше карт, да, и на примере различных проектов, над которыми мы работаем, просто иллюстрировать, как можно использовать этот инструмент в изучении истории города. А можно следующий слайд? Да, вот первая карта, она как бы такая более схематично показывает вообще, как город развивался, основные какие-то этапы. То есть у нас была сначала крепость Бишкек, потом с середины 19 века был построен русский город, потом он расширился, да, за 70 лет до пределов советского вот этого фрунзе. И потом появились новые территории, это в основном новостройки, тоже, которые мы, как мы их называем, которые еще больше территории расширили. Ну вот следующий слайд показывает как раз очень интересно смотреть, например, на природную какую-то инфраструктуру. Мы изучали реки в городе Бишкек, и вот эта карта показывает вообще карту рек Чуйской долины, и расположение городов, поселений, то есть выбор вот этих расположений. Мы можем видеть, что в основном это как бы все поселения находились на пересечении рек с трактом древнего шелкового пути. Вот. И непосредственно Бишкек, он был древнее поселение Джуля, оно было основано как раз между рекой Аларчо и рекой Аламедин, ближе к реке Аламедин, да, тоже вот на пересечении с древним шелковым путем. Вот. И можно также искать какие-то исторические карты. Вот, например, это карта Бишкекской крепости. Мы видим, что она тоже как раз находится в этом углу между, да, трактом и рекой Аламедин. И да, и вот сохранились какие-то, да, древние, старые планы, которые показывают, как крепость выглядела. Вот следующая карта показывает примерно реки русского города. Да, и мы вот видим, что в отличие от того, как Бишкек выглядит сейчас, да, воды было намного больше. То есть было не две реки, как изначально, как сейчас, да, у нас есть в городе, да, было 7 основных таких речных каких-то потоков, и город, он располагался, строился между вот этими реками. Вот. И на реке Аламедин в то время как раз одно из самых таких важных одним из самых важных общественных мест, это был рынок, да, который привлекал жителей близлежащих сел, а также жителей города. Следующий слайд. Вот уже, эта карта показывает уже, как реки были осушены путем строительства, укрепления берегов двух рек, реки Аламедин и Аларча, и строительства системы таких каналов, которые идут с запада на восток. Да? Южный БЧК, Восточный БЧК, Западный БЧК, да? И Малый Чуйский канал. Следующий слайд. Также в наших проектах мы изучаем как бы и другие тоже формы памяти. Например, вот этот проект показывает карту молодежных районов советского времени. Да? Мы в наших исследованиях выявили около 50 районов с очень интересными названиями. И очень так примерно их можно категоризировать в 3 типа. Это центровые, да? Можно назад. Центровые, которые включают в себя Дзержинку, Западку, Узбечку, Сороколетку, ну и частично юбилейную, Востократию, Бостон тоже туда можно отнести. Потом есть то, что в шутку назвали МРК-районы, да, или микрорайоны, да, это были ОДА, США, Канада, Южные ворота,
Ну и вот два, наверное, одни из самых известных это ботаника и порта. И в то же время были вот зеленым цветом, то, что выделено, это такие махали, да, это частная застройка, которая тоже, и тоже очень интересная здесь жилой, ФРГ. ФРГ это вот как Федеративная Республика Германия, на самом деле это фрунзенский рабочий городок. Прибайкалье, Забайкалье, Махаля, Каракачева роща и так далее, и так далее. То есть и вот эти названия тоже, да, и картирование, когда мы говорим о них просто через воспоминания, просто через интервью, они не дают какой-то целостности восприятия города. Да? А вот когда мы используем карты как инструмент и пытаемся это все очертить, указать границы, да, то оно становится намного более визуальным и воспринимается легче. Также мы картировали и дворы, да, в центре города, в отличие от районов, да, именно центровые районы, у них было еще деление на дворы. Это частично связано с типом застройки, да, вот этой периметральной, и здесь тоже вот можно выявить очень интересные названия. Белый, Моссовет, Торгашка и так далее. Очень много. Вот Дом кино, Тихий, Яма. Ну, Яма тоже очень интересная история, да, почему, да, потому что там можно приобрести алкоголь, наркотики и так далее. Вот, и то есть вот такие вот карты, они тоже показывают город немножко с другой стороны. Еще мы как бы делали исследования по махалям, и это тоже такая вот как бы альтернативная история, которая часто не включается. Город Бишкек зачастую воспринимается как такой традиционный русский или же традиционный такой советский город с регулярной планировкой, но вот когда, если мы начинаем картировать и начинаем искать и копаться реально в картах, да, то мы видим, что на самом деле много есть интересных мест, которые вот более похожи или на такую традиционную, воспроизводит такой более традиционный центральноазиатский тип застройки. Да, вот это вот, например, Махаля Старая крепость, да, дальше вот это Махаля возле шлагбаума, Ошского базара, да, и вот этот Махаля Токольдош, да. Вот, и мы видим, что застройка в себе тоже сама очень интересная, очень живописная, очень такая центральноазиатская, красивая. Вот, ну и вот последние 2 минуты осталось, тоже как бы углубляясь, уже фокусируясь больше на каких-то конкретных местах, тоже можно с помощью карт выявить уникальные локации. Например, вот это вот пересечение железной дороги с рекой Ламедин, оно само по себе вообще очень такое шикарное, уникальное. Здесь мы видим с юга у нас формируется промзона, справа, получается, с востока, северо-восток у нас это жилмассив Токольдош, Махаля, вот, а с северо-запада у нас микрорайон, да, вот Восток 5 и гаражи. Вот, и есть очень интересное место, там вот как раз есть водопад, и есть следующий слайд, да, вот он такой очень сам по себе живописный, да, и он в 2 уровня сложен, то есть первый уровень он такой плоский, а второй у него там зубчики есть, и появляется очень интересное, как бы, когда вода есть, там очень хорошее состояние, а стена вот этого берега укреплена такими какими-то простыми очень способами и тоже представляет себе очень живописную историю. И следующий слайд. Вот, и еще один такой очень важный, интересный элемент вот этого места – это голубятня, которая была построена вот на берегу, и можно следующий слайд, вот этими 2 ребятами, Руслан и его друг, которые сами выросли на Токольдоше, с детства увлекались вот голубями, и вот потом, когда уже им было под 40, детство в одном месте как бы заиграло, как они сами рассказывают, и они решили построить свою голубятню. Они его построили, здесь раньше были гаражи, вот, они построили голубятню, поехали в Алмату, закупили голубей породистых и начали их разводить. Потом позже все гаражи снесли, но голубятню оставили. Вот, и они до сих пор каждый день по 2 раза в день приходят, гоняют голубей. И вот последний слайд такой как бы очень известный
с голубями как раз показывает то, как... И вот среди этих голубей есть один, да, который вот летает прямо с утра до вечера. Да, вот, другие более ленивые, они полетают и садятся, а он вот кружит без остановки, да, может 5-6 часов налетывать. Ну вот, вкратце, как бы, да, так как времени мало, больше картинок, меньше слов. Да, карты на самом деле, они помогают взглянуть на город совсем такого, с высоты птичьего полета и увидеть вещи, которые, как бы, когда мы находимся на земле, да, на уровне улиц, на улице домов, которые мы не замечаем. Поэтому этот инструмент тоже также для изучения истории города, мне кажется, это очень полезно и важно, и он дает много возможностей и ресурсов. Спасибо. Спасибо большое докладчику. Уважаемые участники, позвольте представиться и извиниться. Меня зовут Асия Музакулова, я являюсь сегодня модератором настоящей сессии. Ну, просто по техническим причинам получилось это экскюз, извините за опоздание. Но мы продолжаем нашу сессию, которая посвящена проблематике инфраструктуры памяти, то есть каким образом исследование памяти, понимание истории мест может быть построено на основе взаимодействия, сопричастности с инфраструктурой. И позвольте передать следующее слово второму докладчику, доктору Гульшару Медиюевой, доктору философских наук, заведующей кафедрой философии Евразийского национального университета имени Гумилева, город Астана, Казахстан. И тема доклада «Инфраструктурный подход в исследовании культурных ландшафтов». Доктор Медиюева, слово вам. В социальных гуманитарных науках очень часто мы пользуемся теориями, какими-то концептами, на которые приходит мода. Да? То есть несколько десятилетий уже у нас дебатируется какая-то тема, определенная тема, по поводу того, что инфраструктурный подход может быть более... То есть у него там есть такая серия, называется «Космодром Туркестан». Конечно, мы здесь видим определенную иронию, да, то есть когда на фоне Кокпара астронавт приземляется, то есть как бы зависает над террористами. Можно следующий слайд. Что такое инфраструктурный подход? Считается, что инфраструктурный подход – это такой подход, который работает с феноменологическими методологиями, то есть мы пытаемся увидеть любую инфраструктуру как некую сферу повседневности. Мы можем увидеть заводы, фабрики, ГЭСы и всевозможнейшие какие-то такие большие объекты. Мы можем увидеть их как определенную политику, связанную с... Особенно это очень хорошо заметно, когда мы говорим про географию обороны. То есть, что вот этот бессмысленный объект степи, он нам нужен, потому что это радиолокационная установка, которая связана сетью с радиолокационными установками по всему Советскому Союзу. И даже если здесь это выглядит абсолютно бессмысленно, то в целом, то есть инфраструктурный подход говорит нам о каких-то связях, каких-то коммуникациях, то есть о какой-то воле, которая привела к появлению вот этого объекта здесь. Вот, например, на этой фотографии руины военной казармы. Руины военной казармы, которая в глубине казахстанских степей была, то есть фотография сделана, и она нас отослала еще многоизученному. То есть, как бы историки, конечно, знают у нас о наследии ГУЛАГа, и достаточно много уже работ появилось. Ну вот, например, одна из точек гулаговских степлага была в поселке Байконур. Исследований на эту тему мы не нашли, но руины нашли. То есть инфраструктура может нам помогать в этих. Следующий слайд. Это же самая местность Байконур, то есть Байконур только не Кызылординский, а Лутавский. И вот, значит, мы стоим на месте бывшего поселка, месте бывших
То есть это был один из еще дореволюционных проектов модернизации территории, когда российские купцы продали британцам сырьевые участки, и здесь были залежи бурого угля, то есть это вот руины старых шахт, руины каких-то разработок, на горизонте там речка, перед горизонтом линии река Байконур, то есть та река, тот топоним, который дал потом название космодром. То есть вот это была вот такая точка, и вот когда мы говорим про гибридный подход, то вообще у инфраструктуры, как у методологии, да, то есть у инфраструктурного подхода и у самой инфраструктуры есть определенные как бы, особенности. На раннем этапе, когда создается какая-то инфраструктура, вот в данном случае это инфраструктура будущего казахстанского вот, сапаевского проекта по чугуну, да, то есть то, что Казахстан стал производить чугун. Здесь были залежи угля. То есть вот на раннем этапе здесь характерна гибкость и податливость. А вот когда инфраструктура уже сформируется, то тогда она обладает характеристикой ригидности и устойчивости. И вот только когда инфраструктура ломается, то есть с ней что-то происходит, только тогда вы сможете увидеть, то есть появится какое-то вот эвристическое окно, и вы сможете в нем что-то увидеть. Да? То есть и вы сможете увидеть, что эта местность, как она существовала до того, как туда пришли гулаговские лагеря. Да? Дальше. Можно слайд. Инфраструктурный подход дает интересную как бы, длину вот, восприятия тех или иных событий. Например, когда вы приходите в музей, вы видите диорамы. И диорамы обычно очень так утрированно, очень схематично пытаются показать, как бы сжать, сделать какой-то такой слепок почти вот тех гигантских процессов, которые происходят в этой местности. На правой фотографии расположение городка Байконур и связи самого городка, то есть военного городка, с точками. То есть, потому что ракеты летают не из города, да, то есть они летают из космодрома, и вот это расстояние, которое, условно мы могли бы, объяснить как в 300 километров, да, то есть глубина ухода космодрома в полоске, то на диораме это выглядит в каком-то таком схематическом достаточно приближении. И в то же время, когда вы посещаете руины, есть такое даже направление, которое называется Dark Tourism, любители посещать разного вида заброшки. Вот, например, фотография с уличного стенда на второй площадке космодрома. И настолько, то есть, материальная основа, а в инфраструктурном подходе очень важно наблюдать за материальным состоянием объектов, которые вы исследуете, потому что это тоже о многом говорит. И вот, например, это изображение ракеты, но с другого фокуса ты думаешь о том, что это изображение плана, да, то есть и в то же время это может говорить о том, что здесь вот оставшаяся визуальность в виде какой-то прошлой критики или прошлого какого-то такого подхода, она тоже может подталкивать к исследованиям новых вопросов. Следующий слайд. Несколько раз я уже в выступлениях, в том числе для коллеги за Синде, можно следующий слайд, мы говорим о том, что мы используем, то есть мы объехали космодром Байконур по периферии, со стороны Казахстана. Космодром находится в аренде Российской Федерации, а вот территорию по периферии казахстанской мы ее объехали за несколько лет в разных населенных пунктах. И вот в одном населенном пункте, который раньше назывался тоже Байконур, притом назывался Байконур, и там был ложный космодром. Вот местное население, они
ну, конечно, это такое деградированное экономическое пространство, и вот когда у них появляются какие-то деньги, вот меценатов, например, вот, каких-то корпораций, которые занимаются производством меди, они их тратят не на восстановление космической памяти, они их тратят на восстановление, например, они создали такой мемориал, который называется «Плантинская битва», да, то есть более эмоционально важный для них режим показать, что здесь, то есть эта местность имела свою собственную историю до того, как здесь появилась космическая программа, да, то есть, которая привела этот поселок к экономической деградации. Следующий слайд. В следующем слайде, значит, я хочу показать, что вот в инфраструктурном подходе есть, конечно, такой романтический флёр, но связан с руинами. То есть, когда вы наблюдаете руины, конечно, это вызывает определенные ощущения, да, то есть вот, бессмысленности, или вот, куда ушли люди, которые здесь жили, или почему это не разобрали до конца. Потому что руины тоже бывают разного типа. Значит, городок Шарнан, это уже Курчатов, военный городок для военных строителей, для военных летчиков, которые обслуживали уже ядерный полигон, Семипалатинский полигон. И вот остались полностью руины, значит, все дома почти ну, как бы целые физически. В этом городке живут, то есть не в этих домах, а самостоятельно построили обычные сельские дома, живут теперь казахи, да, то есть ну, казахи живут там, потому что там очень удобно производить скот, да, то есть заниматься животноводством. А те жители, которые раньше там жили, военные, они вот в один из годов собрались и установили вот такой монумент, то есть показывая о том, что для них Шаган это вот тоже такая теплая страничка их истории, и вот, что вот они ну, как, мемориализируют это место памяти. Следующий слайд. Когда мы посетили город Курчатов и Байконур, это вот два военных города, да, то есть у которых разная постсоветская судьба. Байконур остался за колючей проволокой, то есть он по-прежнему находится в аренде Российской Федерации, по-прежнему там существует контрольно-пропускная система, то есть жители Казахстана так просто туда попасть не могут. Граждане России гораздо легче туда попадают. А сам Курчатов, он выглядит тоже как полуруины, да, то есть вот этот инфраструктурный подход позволяет увидеть вот такую вещь. Да? Опять же, несоразмерность каких-то инициатив. Например, памятник Курчатову, он такой большой, внушительный. Видимо, его привезли откуда-то его привезли, то есть его не делали здесь, в этой местности, потому что он гораздо крупнее, больше, чем нужно вообще для этой площади. Главной площади городка Курчатов. Ну и, соответственно, конечно, везде руины. И вот следующее такое инфраструктурное наблюдение, то есть наблюдение за инфраструктурой, один из входных, вернитесь на прежний слайд, то есть входная группа в город Байконур со стороны, то есть это не парадный КПП, а это со стороны аэропорта, значит. И вот эта знаменитая мозаика, ради которой фотоохотники там перемещаются для того, чтобы сделать эти фотографии. Но вот слева там такая белая конструкция. Это вот в этом году, в прошлом году делали очередной ремонт этой конструкции. И для местных жителей, которые приходили к этому космонавту, например, на свадебные церемонии, да, то есть вот когда свадебный кортеж объезжает в местность, они кидали бутылку шампанского в этого космонавта. И поэтому этот космонавт, достаточно известный такой образ визуальный, да, то есть мозаичный, он постоянно был закидан, и вокруг валялось очень много стекла. А что сделали теперь для местных жителей? Ну, если вы хотите пить здесь шампанское, пить и бить бутылки шампанского, да, им сделали такую вот белую конструкцию, слева это сердечко, ну и вот теперь вот типа бейте бутылки шампанского с лейтись, да. И, пожалуйста, вот почти последний слайд.
Опять же, про диораму. Это диорама в музее города Курчатова. Звук. Все, теперь уже можно. Пожалуйста, резюмируйте. Да. Да, все. Вот последние 2 слайда осталось. Вот здесь диорама из музея Национального ядерного центра. Это диорама того, какие инфраструктурные объекты строились на территории ядерного полигона. И если вот центральная точка, это точка взрыва, да? Вот, например, вот там произойдет ядерный взрыв. И чтобы исследовать, как ядерный взрыв влияет, то вот обратите внимание, то есть строили городки, вот эти красные, да, например, это дома. Потом вот в левом секторе самолеты. И вот самолеты ставили, например, как будто он идет на взлет, как будто он развернулся, да, то есть вот как будто, то есть даже строили линию метро, завозили сюда множество техники, то есть выстраивали вот такую композицию, да, то есть и после этого только производился ядерный взрыв. То есть для того, чтобы, в том числе были привязаны животные, чтобы потом, вот, как бы после этого взрыва, исследовать уже последствия ядерной радиации. Поэтому вот этот инфраструктурный подход, конечно, он может быть эффективен во многих таких как бы проявлениях. Вот и последний слайд. Это вот когда одно поколение уходит, потом приходит другое поколение, и тогда оно может превращать, как бы вот этот инфраструктурный подход, оно может превращать в какую-то своеобразную игру. И здесь работы молодого казахстанского, я даже не могу сказать, что он художник, он такой видеограф, то есть вообще работает инженером где-то, и он просто придумывает такие картинки под разные городские объекты. То есть, с одной стороны, инфраструктурный подход нам дает реконструкцию, особенно советского наследия, и показывает масштабность и иногда трагические объемы вот того, вот как они изменили культурный ландшафт. С другой стороны, все-таки есть относительность этого подхода, да, потому что в самом инфраструктурном подходе очень много вот этой привязки, как бы такой экзотизации. Ну, вот это мне все. Спасибо большое. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. У нас еще предстоит дискуссия. Я уверена, у наших участников будут вопросы. Переходим к следующему докладу. Позвольте передать слово Куларышбеку Таирову, историку, преподавателю Баткенского государственного университета. Тема доклада «Промышленная история города Сюлюктан». Тайбек Багет, сөз сізде. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар, урматтуу уюштуруучулар. Биринчиден Сүрүктүү шаарына мен изилдеп жүрүп, мен азыр уруксат берсеңиздер, кээ бир байкоолорумду Сүрүктүү шаарынын өнөр жайы боюнча айтып кетейин. Биринчи кийинки слайдка өтөрсөңөр. Сиздерге мындай салыштыруу иретинде айтып коеюн. Биринчи ушул шаарлардын пайда болушу байыркы мезгилдерден эле ушул белгилүү болгондой орто кылымдарда Улуу Жүйөк жолунда жайгашкан шаарлар бар. Ош, Хива, Самарканд, Паджент, Бухара. Улар бул шаарлар мындай саясий, административдик, аскердик чеп катары, андан кийин соода өнөр, кол өнөрчүлүктүн борборлору катары булар табигый жол менен курулуп, табигый жол менен пайда болгон шаарлар катары эсептелинет да. Бирок биз изилдөөгө алган ушул Кыргызстандын, анан Тажикстандын айрым шаарлары, Өзбекстандагы кээ бир шаарлар өзүнүн кийинки слайдка өтүп бериңиздер. Кийинки эмеде Россия империясынын Борбордук Азияны басып алышы менен бул аймакта геосаясий абал өзгөрүп, Борбордук Азиядагы табигый кендерге бай шаарлар, мисалы айтканда Сүрүктүү, Кызылкыя, Көкжаңгак, Ташкөмүр,
деген шаарлар бул ошо кеңиге байланыштуу гана бул баягы Москваны же болбосо метрополиянын экономикалык мүдделерин канааттандырган бир шаарларга айланган да. Бул салыштыруу иретинде бул бирөөсү эгерде мурдагы слайдта көрсөтүлгөндөй табигый жолдор менен соода экономикалык же административдик мындан сырткары баягы аскердик кол өнөрчүлүктүн борборлору катары пайда болгон болсо, эми бул шаарлар Борбордук Азияда Россиянын басып алышы менен баягы кемдүү болгондугуна байланыштуу гана бул шаарлар түптөлүп алар эми болуп атат да кийинкисин. Эми мындай сиздерге маалымат үчүн бул слайд койдук эле. Болжол менен ушул Тажикстандын жана Борбордук Азиядагы Өзбекстандын, Кыргызстандын аймагында болжол менен 140 ашык ошо кемдүү көмүргө байланышкан шаарлар бар. Алардын болжолдуу запасын дагы жаздык. Бул 41 миллиард тоннадан ашык көмүр запасы менен белгиленген болуп эсептелинет. Кийинки слайд. Эми биз мындай бул хронологияны мындай эмен айтып берели дедик да. Биз советтик китептерде, советтик адабияттарда окуганыбызда айрыкча мен ушул Сүрүттүн шаарын окуганда өндүрүш деги өндүрүш өнөр жай ушул совет бийлигинин келишими менен гана пайда болду. Совет бийлиги менен келишими менен гана биз ушул өнөр жайда өнөр жай же болбосо өндүрүү иштери пайда болду деген түшүнүк калыптанат да. Бирок чын-чынына келгенде Орто Азия, орто кылымдарда эле бул аймактарда өндүрүш болгондугун тастыктаган саякатчылардын, окумуштуулардын маалыматтары бар да. Мындан сырткары бул эскерүүлөрдөн биз алардан бул мезгилде дагы орто кылымдарда дагы өндүрө алгандыгыбызды, өндүрүш берекети бар экендигин жөнүндө кабар алабыз. Ал эми советтик турду өнөр жайды изилдөө бардыгыбызга белгилүү, бул өнөр жайды изилдөө эң жогорку эмеге жеткен. Мындай шаарларды изилдөө, ал жердеги өнөр жай, бирок ошондой болсо да шаарларды изилдөө бул фрагменттарды калтырып, жалпы өнөр жайды фонунда кээ бир гана өндүрүштөрдү эме кылып айтып кеткен жер бар да. Анан советтик адабияттарды жана айттым, карап отурсак, Россия империясы менен келишими менен гана кең байлыктарды өндүрүүгө үйрөнгөнбүз деген түшүнүк келет да. Чындыгында биз ага чейин деле көмүрдү, күмүштү, бал металларды өндүргөнбүз. Биз өзүбүздүн тарыхты да ошентип жазып келебиз да. Анан тарыхта ошентип мындай бир салыштыруу иретинде мисал айтайлы. Өткөндө сүлүк мындай өндүрүш катары биздин замандын экинчи кылымы тандык Каникут деген үңкүр бар. Бул мезгилде дээрлик экинчи кылымдан 5-чи кылымга чейин дээрлик 4 кылымдай убакыт бул кен өндүрүп турганда, ошол эле советтик бийлик келгенден кийин бул 45-чи жылдары бул кенди 5 жылдай дагы мындай иштете алган эмес да. Бул деген эмнени билдирет? Бул ошол биз советтик мезгилге чейин деле биздин аймакта ошол кен өндүрүшү болгондугу тууралуу кабар берет. Мындан сырткары ушул Каникут кенинен эмелер көлөмү жөнүндө так маалыматтар жок, бирок алардын ушул Баткенден Гератка чейин ташылып тургандыгы жөнүндө көп маалыматтарды кезиктиребиз. Бирок биз сиздерге белгилүү болгондой, постсоветтик мезгилде өнөр жайы өтө төмөндөп, өнөр жайды изилдөө деги эле бул өнөр жайды өзү жок болгондон кийин балким ушул изилдөө иштери такыр болгон эмес. 30 жыл аралыгында бул өнөр жайга болгон изилдөөлөрдү биз өтө аз кезиктиребиз. Бирок бул 3 доорду мындай айтып кеткен себеп
салыштырмалуу бир советтик доордо өтө жогорку деңгээлге жеткен. Ал эми биз советтик доорго чейин өнөр жай же болбосо өндүрүш иши биз металлдарды бизге бирөө келип түшүндүрүп бергендей болуп кабыл алганбыз да. Биз негизинен буга чейин деле бизде мындай өндүрүү иштери болгон. Кийинки слайд көрүп койсоңор. Биздин байкообузда ошол Баткен областындагы көп аймактарда саясий жактан аскердик туткундардын бир кармап туруучу аймак катары кийинки слайддерде эсеп эме кылсак болот да. Бул мисалы үчүн ал үчүн ошол эле Сүрүктүүдө 1916 жылы Түркистан генерал губернаторлору тарабынан Сүрүктүүдө туткундар үчүн 400 орунду түрмө курулган. Негизинен бул жерге чехтер, венгер, немис туткундарын алып келип ушул аймакта кармашкан. Анан булар кийинки слайдты турсун. Булар негизинен элдин эсинде калган ушул имараттар жөнүндө сөз болот да. Имараттарды дайыма сураганда буларды немистер курган, буларды чехтер курган, буларды аскер туткундары курган деген баягы элдин эсинде калган, баягы эс тутумда калган эмелерге кезиктирүүгө болот. Андан кийинки слайд бул ошол эле мен жана айткан кадам жай айтаркен бул бардыгы өндүрүш пайда болгон баягы баалуу металлдар, баалуу кен байлыктар чыккан аймакта бул аймакка дагы атайын алып келип ошол эгерде совет бийлигине чейин согуш туткундарын алып келсе, кийин согуш жылдарында ошол Кавказдан чечендерди депортация кылган. Андан кийин мындан эме мезгилинде, согуш мезгилинде немис туткундарын алып келген. Булардын бардыгы ушул элдин, ошол жергиликтүү элдин ошол келген туткундар жөнүндө эс тутумда калган, алар менен байланыштары жөнүндө, алар эң негизги болгон, алар шаардын ичиндеги инфраструктура, негизги жолдорду, шахтага болгон эмелерди, маданий имараттарды, айрым негизгилерин ушулар менен байланыштырып айтууга болот да. Анан эми эгемендүүлүк мезгилинде жана биз айткандай бул дегиле өнөр жайды өндүрүш иштери өзү экономикалык төмөндөө болгондон кийин бул аймактарды дагы изилдөө, бул багытты дагы изилдөө өтө төмөндөгөн. Андыктан мамлекет дагы изилдөөгө аракет кылган бир топ документтерди, мыйзамдык актыларды, мамлекеттик деңгээлдеги стратегиялык маанилүү документтерди кабыл алган. Бирок булардын бардыгы бири дагы иштебестен алар жөн эле кагаз түрүндө кала берген. Ал эми ушундай кендүү шаарлар өзү менен өзүнүн багытында өзү өнүгүү жолунда келет да күнгө чейин. Эми мунун жыйынтыгын бардыгыңыздарга кийинки слайдты көрсөңүздөр белгилүү болгондой, ошол вообще миграция маселеси болгон. Негизи эле Баткен областында бул маселе өтө көйгөйлүү. Ал биз бул эме 87-85 жылда, 89 жылдан баштап 2010 жылга чейинки эмени карап көргөнүбүздө эң жогорку чек ошол 95-96 жылдарга келет. Бул дагы ушул өнөр жайдын өндүрүштүн төмөндөп кеткендигинен ушул аймактар дагы ушул болгондо да өнөр жайга кен өндүрүүгө гана байланыштуу болгондуктан бул жактан адамдар кете баштаган. Ошентип бул аймактар улам бошоп, улам айыл түйүнү айланып кайсы бир деңгээлде эмеге барганда негизи айтайын деп эме кылган пикирлеримди айта алдым окшойт. Жеткиликтүү болгонуңузга рахмат. Особенно за тайм-лимит. Так, мы переходим к следующему докладчику. Приглашается Айджан Шершенова, доктор политических наук. Тема доклада «Образы советской ностальгии в Бишкеке». Айджан будет выступать онлайн. Мы надеемся, она уже на связи. Айджан, вы нас слышите?
Здравствуйте, я Сергей, я вас слышу. Отлично. Слышно? Да, пожалуйста, вы можете поделиться вашей презентацией. У вас также будет возможность, как вы предпочитаете, вы будете озвучивать, и мы будем переставлять слайды, или вам удобнее? Да, пожалуйста. Ага, окей. Так, пожалуйста. Да. Давайте так. Ага. Так, может, да, вот в режим. Ага, все, спасибо большое. Спасибо большое за то, что пригласили поучаствовать сегодня. И, если можно, сразу, наверное, перейдем на второй слайд. Перешли, да? Не совсем понятно. Ладно. В общем, я, наверное, начну с небольшого представления. У нас, к сожалению, только 10 минут, поэтому немножко получится быстро, голову по итогам. Сегодня я хотела бы представить небольшой проект, который мы создали вместе с коллегами. Мы его начали пару лет назад, образы советской ностальгии в Бишкеке. На втором слайде должно быть видно немного информации о проекте или о том, о чем хотела я сегодня поговорить. Но, опять-таки, времени не очень много, поэтому хотелось бы поговорить об этом, а получится или нет, посмотрим по времени. Следующий слайд о проекте. Мы вообще проект этот начали с коллегой Зариной Тамбусиновой на социальных антрополог и с фотографом Ланом Габдушевым. Мы потратили в 2021 году на программу «Живая память», на школу «Живая память», организованная программой СНГ. И мы решили сделать такой небольшой коллективный проект и соединить наши области основных исследований, да, потому что Зарина является социальным антропологом, Иван фотографом, а я политологом. И мы вот нашли точку соприкосновения именно по части советской памяти. То есть мы все трое происходим из бывшего Советского Союза, были рождены в нем, выросли вот это вот в контексте 90-х, в контексте постсоветской ностальгии, прожили вот 20 лет, даже 30 уже лет, да, в постсоветском независимом Кыргызстане и Казахстане, и были, в принципе, живыми свидетелями того, как память формируется. Если можно, следующий слайд. Слайд «Советская память». Да, спасибо большое. Вот, кстати, фотографии Улана очень хорошо иллюстрируют, он огромную работу проделал. Мне кажется, когда вопросы заходят о ностальгии, именно образно говорят гораздо больше. Значит, советская память, вообще сама память, да, она формируется и производится через рассказы, которые проживаются индивидуально и коллективно. И вот то, как эти рассказы формируются и как они формируются и интерпретируются, в принципе, и отражают то, какая политическая система существует, какие социальные веяния, экономические веяния существуют в обществе и в государстве. Включение, исключение из памяти, воспоминания, забвения, да, то, что мы выбираем праздновать, то, что мы выбираем, о чем мы выбираем воевать. Вообще память, она избирательна. А коллективная память, она избирательна вдвойне, потому что она зависит не только от, так скажем, физической, да, памяти, психологической памяти участников проживания опыта, но и от того, как политические силы создают нарративы, создают дискурсы. Не только политические, то есть там присутствуют нарративы общества, государства и ученых. Вот вчера, кстати, была интересная тема, Таир рассказывал о том, как пишутся учебники, да, по истории. Это вообще огромная тема, потому что учебники на истории, об истории пишутся победителями, да, так скажем. И часто они зависят от того, как эта история интерпретируется в нашем государстве. В нашем исследовании мы рассматривали места памяти. Места памяти – это вообще концепт Пьера Нора. Место памяти – это вообще любое значимое явление, которое может быть неосязаемым в своей природе, но которое по воле человека или под влиянием времени приобретает значение символа в коллективном наследии памяти. То есть это, проще говоря, места, так скажем, коллективной памяти, да, места, которым общество или государство или индивидуумы придают какое-то особое значение в силу их эмоциональной значимости для общества, для индивидуума или для государства. Вообще отношения между историей и памятью, они многослойные, многогранные, очень сложные. И можно следующий слайд.
часто они затрачиваются и на эмоциональной составляющей, да, то есть, например, в нашем случае это советская ностальгия. Советская ностальгия – это вообще, проще говоря, сентиментальная тоска по советскому прошлому. И она существует тоже на разных уровнях, то есть на индивидуальном уровне, на уровне людей, которые жили в Советском Союзе. Она часто перемешивается с психологической составляющей, да, то есть не всегда можно четко сказать, где человек тоскует о советском прошлом, а где он тоскует о своем прошлом, да, о молодости, о детстве, о времени, когда его или ее родители были живы, да, когда были, проживание того опыта. Советская ностальгия – это вообще огромная тема и в антропологии, и в политологии, но она часто развивалась именно в контексте Восточной Европы, да, или постсоветских стран, но тоже западной части бывшего Советского Союза. В нашем регионе этот вопрос изучался пока мало, но сейчас это набирает обороты, то есть сейчас гораздо больше стало исследований на эту тему. В рамках наших исследований мы обнаружили 4 типа советской ностальгии. Это советская, сентиментальная тоска по советскому прошлому на индивидуальном уровне. Это коммерциализация, то есть это как маркетинговый ход, когда... Значит, большой вопрос, что дальше, да? Мы успели в рамках нашего проекта провести полевые исследования, поговорить с людьми, посмотреть, прочувствовать. Но на самом деле очень много предстоит не только нам, но и самому обществу и государству. Во-первых, у нас такой пиковый такой, да, или основной итог вышел, что коллективную память нужно проживать и обсуждать. Если она не проживается и не обсуждается на разных уровнях, на уровне государства, на уровне общества, то она может быть использована, не хочется говорить неправильно, да, но в интересах различных политических сил. Она может быть неправильно интерпретирована, она может стать причиной раздоров, расколов в обществе. Поэтому очень важно, чтобы политике памяти уделялось внимание, чтобы государство осознанно подходило к этому вопросу, потому что на данный момент оно не всегда осознанно подходит. Очень часто такая инерция, да, как раньше писалось, так и дальше будет писаться. Если что-то умалчивалось, дальше будет умалчиваться. Если что-то не обсуждалось, то и дальше не будет обсуждаться. Но травму прошлого и опыт прошлого очень важно проживать и обсуждать. На этом все. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое вам. Пожалуйста, оставайтесь на связи. У нас предстоит дискуссии. Позвольте передать слово следующему докладчику Кзавье Алезу, научному сотруднику Французского института центральноазиатских исследований в Бишкеке с темой доклада «Кладбище в окрестностях Бишкека 1950 годов». Пожалуйста, слово вам. Пока следующие презентации загружаются, уважаемые участники, у нас предстоит дискуссия в завершении сегодняшней сессии. Мы будем очень рады получить ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, каждую минуту. Спасибо. Спасибо. Исследование, которое я хочу сегодня вам представить, был довольно неожиданным для меня. Я как историк, занимаюсь историей Центральной Азии, и последняя моя работа была связана с историей второй половины 19 века в Семиречье. И когда я приехал в Бишкек уже 2 года назад, мне было интересно посетить именно кладбище Байтика, где есть мавзолей Байтик-Батыра. Байтик-Батыр как важная политическая фигура в 19 веке, и мне было просто интересно тоже как место памяти и посмотреть на мавзолей, как я тоже в принципе ездил по Казахстану много, и всегда было мне интересно посмотреть связь между прошлым и сегодня. И когда я ходил по этому кладбищу, сразу очень много разных вопросов появились. И для меня стало интересно именно изучать кладбище. И я потом старался именно исследовать кладбище по всему Кыргызстану. И тоже как частью стараться сравнить с Казахстаном. Пока я в основном в Кыргызстане. Можно следующий
слайд. Ну, кладбище – это очевидное место памяти, связи между поколениями и перспективе времени прошлого, настоящего и будущего. Это особое пространство, как вне жизни, и так и символически присутствующее в ней, являющееся частью воображаемой и материальной конструкции населения. Оно структурирует и объединяет место, могилы, памятники и ритуалы. В данном докладе речь пойдет в основном об эволюции погребальных памятников с конца 50-х годов. Погребальные памятники, они неоднородны, хотя некоторые формы встречаются по всему Кыргызстану. Они укореняются в региональных верованиях и ритуалах, затем испытывают влияние советской модернизации, эволюции строительных материалов и распространения определенных моделей, носящих характер идентичности или гомогенизация общества. Мое выступление будет сосредоточено на конкретной модели, появившейся в самом конце 50-х годов в окрестностях Бишкека, именно вот, по-моему, там исследование именно вот в этом кладбище поэтика, и затем распространившаяся по Кыргызстану и в более ограниченных масштабах по Казахстану. Это металлический памятник, изображающий юрту. Форма была разработана, когда советский Кыргызстан вступил в новый этап своей истории. Если в 30-е годы централизация, коллективизация и репрессии привели к исчезновению важной части образа жизни кочевников, а также политической, культурной и интеллектуальной элиты, вот именно в конец 50-х годов стал отправной точкой для массового обучения киргизов в учебных заведениях и затем их интеграции во все сферы деятельности и жизни Советского Союза. Поэтому речь шла об определении себя как киргиза и советского гражданина. Заданный здесь вопрос стремится к освещению одного элемента этого процесса. Как все знают, вот юрта всегда была частью дискурса о себе кочевников Центральной Азии и представляя собой один из идентифицирующих элементов этого дискурса. Выбор этой формы, очевидно, является ссылкой на кочевой образ жизни, который был уничтожен 20 годами ранее. Вот мне интересно вот посмотреть, как именно вот с 60-х годов вот эти элементы идентичности, они были преобразованы в советском контексте. Здесь будут обсуждаться два аспекта. Во-первых, архитектура памятников, а во-вторых, особый символизм юрты как погребального памятника. Ну, первый как архитектура. Похоронная архитектура работает в основном по аналогии и копированию. Бернштам и Тушиев, которые изучали гумбези, вот у киргизов, это мавзолей, настаивали на заимствовании в формах юрты. Особенно вот пропорции между низкой и высокой структурой, круглым основанием и куполом, конечно. Но это не значило воспроизводство юрты, а больше заимствования по строительству. Квадратная база остается более распространенной в образе классических мусульманских мавзолеев. Если смотреть на старые гумбези, в основном они какие-то элементы вот, из структуры юрты заимствовали, но идея не была возображать именно юрта. Русское и советское влияние также стало сильным. Памятник построен для узбека Бошков в 1905 году, который вы видите здесь, который рядом с гумбезом Байтика Батира, представляет собой центральный момент для нашего вопроса. Выбранным строительным материалом является металл, как вы видите. Насколько мне известно, это первый случай в Кыргызстане, и он служит здесь, чтобы набросать эскиза мавзолея. Металл был заказан в России и отработан в Ташкенте.
В то время это была уникальная модель, потому что вот материал, он очень дорогой, конечно. Потом можно встретить такой же принцип, значит, эскиза мавзолей, сделанный из металла в 60-х и 70-х годах. Можно следующий слайд. Вот, как видите, здесь это более со времени, вот, но это тоже как эскиз мавзолей из металла. Контекст полностью изменился в конце 50-х годов с развитием железобетона. Хрущев настаивает на необходимости развития индустриализации в строительстве на съезде архитекторов и строителей в 1954 году. Строительство первого цементного завода в Канте было решено в 1958 году. И в то же время, конечно, появляются стальные арматуры, которые нужны для железобетона. И доступность вот эти арматуры позволила появление модели металлической юрты. Затем модель будет развиваться от эскиза юрты. Ну, можно следующий. Вот. Здесь видите вот это металлические юрты, которые вот на Петербургской области. И вы видите вот это арматур стальный, который именно вот использован для железобетона, и который здесь именно использован для памятников, погребальных памятников. И вот эти элементы, это, конечно, связано с развитием именно вот железобетона в Киргизстане. Можно следующий. Здесь это тоже вот разные регионы, вот, ну, тоже в Чуе, там Визикул, и можно еще дальше. И это на Рижской области и Волжской области, где можно видеть разные типы вот эти юрты, где больше или менее деталей от юрта. Но это именно вот изображает юрту. И можно вот здесь уже более сложный, вот, где есть не только эскиза, но сейчас и есть вот другие элементы материала, строительного материала. И еще дальше. Потом уже, когда начали 80-х годов, уже появятся вот эти железобетонные памятники в форме юрты, которые тоже имеют, можно сказать, серый цвет, как бойлок. Вот здесь вы видите, вот как по архитектурному плане, как вот появился вот этот юртообразный памятник и как он изменился в течение 30 лет. Сейчас я хочу вот второй момент вот, моего доклада символизма. Вот, выбор модели юрта в конце 50-х годов относится вот к области символизма. Если, как Бернштейн и Душев говорил по поводу именно элемента архитектуры, здесь это больше как символизм, что обозначает юрта. Как я уже упоминал в своем введении, юрта является одним из центральных элементов дискурса о себе и был использован для утверждения представлений о том, что значит быть киргизом именно в Советском Союзе. Его относительное распространение в Казахстане объясняется тоже идентичную роль, которую играет юрта для казахов. Помимо этой очевидности, появляется другой элемент, который никогда не объективизируется. Похоронные памятники не должны быть гендерными, и они действительно не были так в прошлом. Тем не менее, исследования почти во всех регионах Киргизстана этих юртообразных памятников показывают, что они были, как можно сказать, зарезервированы для женщин и особенно пожилых женщин. Редкие исключения были обнаружены в кладбище Байтик и вокруг Бишкек. Мы также можем наблюдать, что металлические конструкции с квадратной, а не круглой основной были созданы для мужчин, а для женщин именно вот так, круглой основной и как юрта. Мы здесь встречаем гендерного переосмысления символики юрты.
Эта работа теперь должна быть дополнена интервью, чтобы понять механизм этих вариантов и символизм прикреплению к юрте в киргизском населении. Этот модель юрта исчезает постепенно в конце 90-х, в конце 80-х и начале 90-х, даже если она все еще присутствует. Символическое представление юрти остается очень важным, и к нему привязан гендерный вопрос, о чем свидетельствует полемика о статусе свободы женщины, державшей тундук, который был на площади Алатау в 1960 году. Некоторые тогда говорили, что только мужчины должны установить тундук. И здесь вот эти элементы, которые, в принципе, когда я всегда спрашивал, если есть такие гендерные моменты на памятнике, все говорят, что нет. Нету специальных памятников для женщин и для мужчин. А именно вот в этом случае есть, это очевидно, что есть, можно посмотреть по регионам. И здесь будет подальше, вот, мне нужно вот интервью сделать. Здесь вы видите это в Тусоре, в Искусском и внутри. Это именно вот женщина, которая счет. И здесь вот эти элементы дом и какой деятельности женщин имеют, она тоже связана вот с счетом. Ну, спасибо. Спасибо большое. Очень удивительный материал. Слово предоставляется нашему следующему докладчику Талгату Джумашеву, исследователю, картографу, магистранту Департамента антропологии, урбанизма и международного развития Американского университета в Центральной Азии с темой доклада «Нерассказанные истории Токтогульской ГЭС». Мен тұрып сөйлесем жақсы еді, сіздерге лайық видео тасқандар. Рахмат. Негізі, менің атым Талғат Жұмашев, бұл есімдерінің жанды институттың программасында 21 жылда қатысып, ошоның негізінде ұлттатынаққа ешкер алып отырған. Башында Эмиль аға айтып кеткендей, карта шаһарларды изилдөөдө кандай колдонсо болот деген маселе болуп эле. Мен ошол ойду улай, картанын негизинде биз азыр көрө албаган суу астында калганды же кандайдыр бир тарыхый окуялардан жок болуп калган жерлерди көрө алабыз. Эмненин аркасы менен кийинки слайдты коюп койсоң, бұл тарихи спутниктік сүрөттөр. 1959 жылдан баштап Америка Коңшу Штаттары корона спутниктік программасын ишке ашырган. Бұл чалгынчыл же болбосо спутник шпиондор болгон. Жана 2095 жылдардан баштап 100 миң деген болжол 1.800.000 сүрөттү ачып чыгардыган. Жана 2010 жылдан бери бул электрондук түрдө, санариптик түрдө сайтта жеткиликтүү жүктөп алса болот да. Жана ошонун негизинде менде суроо пайда болду, ал Кетмен төбөдө Токтогул суу сактагыч үчүн курууда жер астында калган, суу астында калган жерлерди көрө алабызбы деп. Жана кийинки слайдты коюп койсоң, бул жерде слайдка анимация менен акырындап бас берсең чыгып мына билгендей, бул Токтогул ГЭСи бул эң чоң курулуштардын бири болуп эсептелген. Орду аябай чоң, биздин энергетикада 30%-ден да жакын энергетика ошол Токтогул ГЭСинин жардамы менен чыгат да. Токтогул ГЭСинин деңгээли бул энергетиканын пульсундай, ар бир кышында суунун деңгээли канча кубометр экен деп кыргызстандыктар карап турат да. Негизи көлөмү 19,5 миллиард кубометр, аянты 285 чарчы километр. Негизи бул аянты жана көлөмү ушунчалык чоң, муну толтуруш үчүн мисалы нөлдөн 1,5 жыл такыркы нарын суусун бөгөттү жаап коюш керек эле да. Бул ошондо гана толот. Кийинки көрсөтсөңүздөр, мына
Бишкек шаарынын элеси масштабтарын байкасыңар болот. Болжол менен Бишкектен 1,5 эсе чоң. Мисалы, бул 285 километр болсо, Бишкектики 2018 жылда 180 километр, чарчы километрдин тегерегинде. Курулуш иштери 1967 жылдан 82 жылга чейин жүрүп, ошо болжолу 3 миллиард долларга чейинки акча сакталган. Бул ошол маалдагы рубльды долларга которуп жана инфляцияны эсепке алуу менен. Негизи Кетмен төбө бул аябай жашоого ылайыктуу болгон өрөөн болчу. Ондогон шаарлар менен ошондой эле бул шаар ГЭС курууга аябай ылайыктуу болгон. Анткени бул жагы аябай кууш мойнок. Бул жерге платина орнотулган дагы чоң өрөөн болсо суу сактагыч болуп келген. Убакыт чектелген болгондуктан мен көбүрөөк сүрөттөрдү көрсөтүп азыраак сүйлөгөнгө аракет кылайын. Суу алдында эмне калды? Мынакей ошол 1973 жылы суу толтурула баштаган жана 72 жылкы сүрөт аркылуу биз Токтогул өрөөнүндө эмнелер калган көрө алабыз. Сапаты сүрөттүкү абдан жакшы болду. Бул жерден 20га жакын айылгычтактарды аныктоого мүмкүн болду. Негизи өзү документтерде 24 айылгычтак суу астында калган деп айтылат. Өзүнүн аэропорту бар болчу бул жерде Токтогулда. 2 чакан завод, бир нече совхоздор, колхоз жана сорт участок кадимкидей эле жашоо жүрүп турган. Бул жерде пахта өстүрүшү жана башка эгин дала иштери. Негизи климат аябай жумшак, жылуу болгон. Кышында кар калың жаап, ар бир Токтогулдон булак чыгып турган. Ошон үчүн балким Токтогулдун эски аталышы Мустер деп аталган. Кийинкиси болсо, кадимкидей эле жашоо жүрүп турган. Өткөрө берсеңиздер. Дагы сүрөт, могул сүрөттү эстеп калган, дагы кайтып келебиз буга. Мына бул Токтогул мектебиндеги коллектив, суу чөктүрүүлөрдүн астында бул мынакей эски Токтогул суу астында калган Токтогул штабы шаарчасы десек болот. Кичине артка жылдырып койсоңуздар, мынакей силер көрүп тургандай өйдө жагында аэропорт бар болчу. Бул негизи аэропорт ГЭС курганга уюштурулган экен. Жана бул Чечкан суусу. Кийинкиси. Аэропорт салынгандан баштап самолет каттай баштаган. Биринчи Таласка, анан Таластан Фрунзеге каттап турган. Аэропорт салынганга чейин бул маалда айтып кетейин, Бишкек Ош жолу жаңы курулуп жаткан бүтөлүк болчу. Жана Бишкек Ош жолу бүтөлүктө эл Талас аркылуу, Ташкент аркылуу Фергана өрөөнүнөн каттап турган. 2 күн жол жүрүшчү Токтогулдан, ошо Кетмен төбөдөн Бишкекке кайтып келгүчү. Ал эми 2 саатта ошо самолет менен Бишкек Фрунзеге жетүүгө мүмкүнчүлүк алышкан Кетмен төбөдө. Дагы отуруп койсоңуздар. Эми суу астында калган адамдарды кантип мамлекет көндүргөн, ошо башка жака жерге отургула деп. Аларга айтылган жаңы шундук долбоордогу үйлөр курулат. Токтогул суу сактагычы түзүлгөндө, суу толгондо бул деңизде болуп, Кара деңиздикинен кем эмес эс алуучу жайлар, пансионаттар, курорттор ачылат деп айтылган. Элдин бардыгы көбүнчөсү жаңы проекттер менен салынган жаңы үйлөргө көчүрүлөт деп айтылган. Эми эски кишилер көп скепсис менен кабыл алган, бирок жаңы жаштар болсо, мындай бир жаңы жашоого умтулуп, ошо өзгөрүүлөрдү эңсеген экен. Бирок чындыгында аябай татаал шартта калган экен ошол Кетмен төбөнүн тургундары. Анткени мамлекет жер берип берген, жолу жок, электр жок, суусу жок жерде участок берип берген.
жана 3,5 миң рубльдuk сууda берген экен. Бул суудан 10 жылдын ичинде кайтарып бериш керек. Болду. Башка курулуш үй куруп берүү эмес, ошол суудадан башка эч жардам берген эмес экен дагы. Андан тышкары материалдарга чектөө коюлган. Мисалы, ар бир кишиге 3-4 тоннадан ашык цемент берилген эмес. Аны да алуу үчүн Облпотребсоюз аркылуу тактайлабы, цементпи, кирпичпи ошонун бардыгын чектөө менен берген экен. Жана бул сууданы төлөгөн абдан оор болгон экен. Азыркы мурдакы рубльды азыркы бүгүнкү күндүн долларына отургондо бул жолу ошо 3 айда $500 чейинки акча берип турушкан. Бардыгы үчүн оңой болгон эмес. Мисалы, бул документти берген Саид Бирманов атасы кайтыш болуп, апасы экөө аябай кыйналып төлөгөнүн айтып берет да. 83-85 жылдары акчасын кайтарып бүткөн экен төлөгөндөр. Дагы кийинки көтөрүп берсеңиздер болот. Чындыгында жаңы проекттер менен жаңы Токтогул шаарчасынын борбордук көчөсү гана курулган, жаңы проекттер. Калган баары тең дээрлик 80 жылдарга чейин суусу, электр маселелери чечилбей келген. Бул жерде дагы мен интервью алып эки кишиден алардын эскерүүлөрүн сурадым эле, бирок аларды өткөрүп жүргөн рұқсат этсеңиздер кийинкисин колдоп койсоңуз. Одноклассники социалдык тармагында Кетмен төбө путешествие из прошлого в будущее деген өзүнчө Кетмен төбөлүктөрдүн тайпасы бар экен, 300 жакын адам бар эле. Жана эстеп калгыла деген сүрөткө Саид Барманов өзүнүн эси менен бул жагында эмне болчу эстеп сүрөткө тартканга аракет кылып келген. Дополнительный реальность десек болот. Анткени фото сүрөттөр ошол маалдагы аз, кишилер гана тартылган, адам кишинин өзүн гана эмес, ар жагы өзү басып жүргөн көчөнү, бул жактагы үйлөрдү эстегенге аракет кылат экен дагы. Ошол толтуруш үчүн, көбүчүлөргө ошону тартуулаш үчүн Саид Барманов ушундай кошумча алып турган. Кийинкилерде көрсөтсөңүздөр, мынакей акцияны өтүп бараткан. Бул жерде мектептин ичинде болсо, сыртында кандай болгондо элестетип. Кийинкилерин отура берсек болот. Археологиялык жактан биз эмнени жоготтук? Бул Кетмен төбө Борбор Азия боюнча, регион боюнча байлыктык шаарларга эң бай өрөөн болуп эсептелет. Абдан жыш жайгашкан. Археологдор 25 байлыктык шаар болгон деп айтылат. Эми 1960 жылдын баштарынан ГЭС курулуу боюнча иштери жүрүп жатса дагы археологиялык казуулар негизинен 71-72 жылдары сезондордун болгон. Аябай бардык Кыргызстанда археологдор чогулуп келип, мындай аврал режиминде казышкан. Ошого карабай бизде Улуттук тарых музейиндеги негизги алтын фонду ошо Кетмен төбөдө казылган кургандордон чыккан, көрүстөндөрдөн чыккан алтын буюмдар. Булар археологдор 25 шаар бар деп айткан, 800 көрүстөн кургандар. Анын 400 казылып, 800 кургандар. 25 шаардын үстүртүдөн бир 8-ин гана изилдештик экен. Дагы кийинки слайдты көрсөңүздөр, ал эми мен ошол байыркы спутниктик сүрөт аркылуу байыркы шаарларды тапканга аракет кылдым. Жана фото көрсөңүздөр. Бул мисалы археологдор тарабынан китепте сүрөттөлгөн шаарлардын бири экен. Эгерде археологдор 25 десе, мен берки жагы 30дай шаар жана конуштарды аныктоо мүмкүнчүлүк болду. Чоң шаарлардан эмес, жана мындай өз шактырына караганда 800 эмес, 1000ден ашык
көрүстөндөр, кургандар болгон экен, ошонун баардыгы суу астында калды. Эми негизги маселе бул жерде биз топтогул ГЭС жөнүндө сөз кылганда бул эми зор курулуш, энергетиканын флагманы катары билебиз, ошону менен бирге эмнеден биз айрылдык, эмнени жоготтук, ошол жөнүндө сөз аз болот. Жана ушул спутниктик сүрөттөр аркылуу биз көп нерсени азыр кайра калыбына келтирип көрө алат экенбиз. Андан тышкары инфраструктура жана эс тутумга байланыштуу дагы айтып кетчү нерсе, бизде Кыргыз картография деген уюм бар. Жана аларда ушул кетмен төбөнү аэрофотосъемка деп коет, самолеттон ошо суу толтурулганга чейин тартып кеткен экен. Бирок тилекке каршы ал сүрөттөр для служебного пользования, кызмат колдонууга дейт дагы биз сыяктуу изилдөөчүлөргө эч берилбейт. Эгерде ошондой материалдар ачыкка чыкса, алар дагы балким дагы жакшыраак, кылдатыраак изилдөө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошол көңүл бурганыңыздарга рахмат. Жана бул тарыхый спутниктик сүрөттөрдүн артыкчылыктарын айтып бергенге аракет кылдым. Жана силер дагы өзүңөрдүн изилдөөлөрдө колдонооңорду үмүттөнөм. Разрешите пригласить на сцену дискурсанта сегодняшней сессии Адриана Фов, регионального директора Французского института исследований Центральной Азии. Большое спасибо. Уважаемые организаторы, дорогие коллеги, конечно, для ИФИАКа это большая честь принять активное участие на этом мероприятии. Вчера Нестор Маничкин выступал, сегодня Завей, тебе ваша заслуга. Было очень интересно, я много узнал. Я попытаюсь сначала выразить свою позицию как дискутант, мне кажется, это важно. Потом задать несколько коротких вопросов каждому. Я прошу прощения, я на кыргызском языке пока не говорю. Это будет на русском. Вот. Для меня лично тоже это огромная честь. Хочется отметить, что моя, то есть сегодняшняя позиция очень специфическая. Будучи аспирантом, я читал статьи Эмиля. Потом Куршат Агибаевна мне капитально помогла собрать материал для диссертации об Астане. Она меня учила вести исследования по Казахстану. Так что ей задавать вопросы немножко странно. Я ежедневно работаю вместе с Зеви. Я никогда не был в Баткенской области, признаюсь. Никогда не был на Токтугульской ГЭС. Так что, видите, задавать вопросы нелегко. Я еще добавлю, что я не родился здесь, в нашем регионе. Я не вырос. Я просто здесь, в Ичике, 2 года работаю. Мне кажется, надо было изучать вот это все. Потом, вообще, мне кажется, все презентации нам дают понять, что есть такая ловушка. Либо мы думаем, что человек один работает, исследует одно место, или команда исследует много мест. А на самом деле здесь немножко сложнее, по-другому. Это очень интересно. И у меня будут практические вопросы, как вы исследуете, сколько времени, сколько человек работает над этим проектом и так далее. Вот это первые мои идеи. Потом вообще, мне кажется, что сегодня мы затрагиваем вопрос, что это такое место. Это физическое, материальное место, географическое или абстрактное, духовное, эмоциональное, что-то.
здесь, мне кажется, есть очень интересный общий вопрос между вами. Вот. Теперь касательно доклада Эмиля. Здесь мы видим, как карты показывают, как город становится сложнее, как объект. Ну, конечно, наверное, для жителей тоже сложно, но как объект. И антропология глубоко и плодотворно пересекается с социальной географией. Ну, вообще, мы видим, после того, как каждый докладчик выступил, мы сейчас понимаем, у меня такая идея, что предметы, специальности, они теряют смысл. Вот. Антрополог занимается географией, историк занимается антропологией, то есть вообще, мне кажется, сегодня, и еще больше, когда сам исследователь художник. Вот. Можно спросить у Эмиля, сколько человек работает в рамках этого проекта и сколько времени вы этим занимаетесь? Спасибо большое, Адриан. Да, проект на самом деле это всегда коллективная наша работа. Да, у нас есть Центр лаборатории социальных инноваций Кыргызстан СИЛК, и многие эти вещи, которыми я делился, они родились в процессе таких наших совместных каких-то либо конкретных проектов, либо просто походов по городу, да, потому что нам важно поддерживать связь со средой, потому что как только ты отрываешься, перестаешь выходить в поле, ты теряешь связь с реальностью, ты становишься каким-то бумажным антропологом. Вот, и мы на протяжении длительного времени с моими коллегами из нашего центра, Зарина, Субаном, тоже они очень активно, кстати, участвовали, Дженнифер рассказывала. Да, мы пытались каждую субботу утром встречаться, выпить чашечку кофе, да, и выйти в город, куда нас как бы глаза были. Да, и многие эти наши вещи, которые я сегодня презентовал, они родились из таких каких-то совместных походов, просто ничем не направленных, да, так скажем так, просто случайные какие-то находки, очень многие, как пересечение железной дороги и реки Аламедин, такой большой популярный. Это очень такие спонтанные вещи, которые рождаются в процессе. Да? И очень важно, что мы сегодня делаем все-таки в группе, в коллективе, это важно для поддержки друг друга, для мотивации друг друга и для какого-то коллективного осознания, что ли, ощущения всех этих. Спасибо. Спасибо, Эмиль Агай. Теперь по поводу выступления Кушата Гибаевны. Ну, конечно, очень интересно, это триада, да? Атом, космос, целина. И с точки зрения методологии вы нам объяснили, что такое инфраструктурный подход, гибридный подход. И очень впечатляет, как, то есть все, что вы нам рассказали, мы, то есть с вашей помощью открываем необыкновенные и недоступные для многих людей места. А можно у вас спросить, если связь работает, Zoom и так далее, были ли какие-то препятствия, сложности, чтобы туда добраться, чтобы получить все разрешения? То есть, потому что вы посетили очень много мест, и как это все происходило? Можете нам рассказать? Спасибо, Адриан, за теплые слова и за вопрос. Действительно было очень сложно попадать на Байконур, и мы делали, использовали много разных сюжетов того, как попасть, пытались как туристы попасть, и писали официальные письма, но в двух случаях, когда мы попали на Байконур, в первом случае, то есть и на Байконур, и на космодром, мы попали по кадастру, то есть через знакомых. Официальные академические инструменты не сработали,
Вот, а сработали какие-то другие человеческие факторы. И у нас, когда мы были на старте, на юбилейном старте, нас завезли на машине самыми последними, наверное, на космодром, на площадку, и самыми первыми нас выкинули оттуда, да, то есть, чтобы нас никто там не увидел. Ну, они, конечно, не знали о том, что потом в академии мы все делимся своими инструментами поля. Поездка на атомный полигон, она такая, пока только мы были в Курчатове, но, в общем, мы поняли, что есть инструменты, то есть можно организовать экспедицию, если, конечно, тоже ее дадут добро, на посещение вот этих участков, которые непосредственно, потому что военные городки – это одна история, а сами космодромы полигоны – это другая история. Да? То есть это, конечно, очень сильный бюрократический процесс. С российской стороны вообще очень много проблем. Недавно мне рассказывал антрополог из Лондона, да, из Королевского колледжа, который проводил исследования в Житомирской области, и его поймали российские военные, так условно. Да, то есть он прибыл на участок, когда ракета взлетает, потом остается первая ступень космического мусора падает, и первое, чем они к нему обратились, они сказали: вы находитесь на территории Российской Федерации. То есть есть еще и такого рода сложности, то есть территории Казахстана, но почему-то они в какой-то момент считаются подконтрольными российскими военными, да, то есть, которые прилетают только на эту операцию. То есть прилетают только на эту операцию по металлу. Поэтому, да, это очень сложно. Тем более такое в Казахстане. Я не знаю, удивительно или неудивительно все, что вы нам сказали по поводу этого опыта британского коллеги. Хорошо, спасибо. Теперь по поводу доклада Кубанычбека Байке. Это насчет города Сулюкта. Вы нам показали, в чем интересен исторический подход. Вы отвечаете на вопрос, какая связь между промышленностью и городами, то есть как индустрия влияет на развитие городов. Мне кажется, это очень важно, очень интересно. А можно, пожалуйста, узнать, какие там на месте есть доступные архивные материалы? Это городской архив, областной архив, какие есть? Спасибо за вопрос. Вообще эти города образовались как бы, и я в своем исследовании показал, что города, которые в средние века появились, они появились естественным путем. А города, которые мы исследуем, они образовались в период Советского Союза за счет городообразующего промышленности. То есть, вообще Баткенская область считается, несмотря на то, что очень богатая история, она считается неисследованной, поэтому наш университет взял себе приоритет, что мы исследуем все города, которые есть на территории Баткенской области. И мои исследования тоже в этом направлении. Я исследовал историю промышленности города Сулюкта и промышленность. Если бы не было бы промышленности, то, естественно, само собой и город не бы образовался. По поводу второго вопроса, нам доступны есть городской, областной архив города Сулюкта, и нам до конфликтов был доступен таджикистанский архив города Ходжент, и нам более такие вот архивные документы, которые по истории Сулюкта мы находили там, и Бишкеке тоже. Спасибо. Спасибо.
к сожалению, мы понимаем, что нынешняя трагическая ситуация влияет даже на работу ученых. Сейчас по поводу выступления Айжан очень интересно насчет советской памяти. Здесь и учитывается, то есть, сторона рассказов и политика памяти, все это на фоне ностальгии, и тоже как учат, как преподают историю в школах. А можете, пожалуйста, нам сказать, на какой материал вы, скорее всего, оперируетесь и вы планируете опираться? Это, скорее всего, интервью или наблюдение социальных процессов, допустим, когда есть мероприятия, или еще другие материалы с точки зрения методологии? Спасибо за ваш вопрос. На самом деле мы уже по поводу продолжительности, уже почти 1,5 года этим занимаемся. Так, не торопясь, в дополнение к своей основной работе. Мы уже проводили, получается, наблюдения и включения, то есть мы прошли с экспертным полком, ходили по музеям, ходили в театры, смотрели по-советски такие ностальгические постановки театральные, ходили по кафе с тематикой Советского Союза, то есть сидели, пытались ощутить, да, вот это, то есть не только изучать что-то, но и прожить это, поговорить с официантами, например, поговорить с посетителями. Но у нас впереди еще много работы, у нас будет еще чуть побольше, более глубинных интервью, чтобы узнать побольше информации, потому что об этом мало пишут. Вот самая главная проблема, да, очень мало таких вот данных, где можно что-то подтвердить, поэтому приходится опираться на первичные данные, поэтому у нас еще все впереди, наверное. Понятно, спасибо. Ну, в любом случае, мне кажется, эти 4 аспекта ностальгии, которые вы описали, они очень интересные. Я думаю, все здесь участвующие поддерживают ваш подход. Теперь Изавель. Очень интересно, как ты выбрал, кстати, терминологию реконфигурация. Мне кажется, как историк, это самая такая подходящая терминология. Ну, ты нам рассказал, как металлические юрты являются важными образами на кладбищах. И это, наверное, что-то говорит о самосознании народов и вообще людей, то есть человека. Я знаю, что это у тебя такая важная, глубокая тема. И тоже здесь, мне кажется, есть связь, кстати, с исследованием Кубанычбека Байке, потому что если проявление железобетонного завода повлияло на как строят эти могилы, тоже здесь индустрия повлияла. И между вами, может быть, есть что-то схожее, можно было вместе обсуждать, наверное, на кофе-брейк и дальше. А у меня такой вопрос, раз мы очень хорошо друг друга знаем. Считаешь ли ты, что у тебя достаточно материала или надо еще собрать? Потому что ты во всех областях почти, как Ислам, бывал. Что ты думаешь, это достаточно или еще чего-то не хватает? Ну, спасибо, Адриан. Ну, здесь, как я, в принципе, в своем докладе сказал, я просто думаю, что я пока вот, я много вот ходил по кладбищам. Это, конечно, вот такой момент, который довольно специфический, потому что это место, это не просто так туда ходить. И надо с уважением, надо тоже вот посмотреть, это тоже вход как в историю, и все эти люди, которые там похоронены. И здесь вот, когда я ходил по этим кладбищам, вот это вот какие-то наблюдения, которые именно вот, и там появилась такая там вот тема, именно вот и подобные памятники. И это, можно сказать, это первый этап моих исследований. И как я сказал, сейчас я хочу вот, теперь больше с людьми и посмотреть, как можно вот этот материал, который я, элемент, который я заметил, чтобы потом говорить с людьми.
И здесь, конечно, это довольно непросто, потому что говорить об этом не все хотят. Здесь еще, конечно, тот элемент вот, юрки вот, металлический, это в основном женщины, конечно, как мужчины не всегда легко тоже говорят об этом. И здесь вот это то, что я хочу сейчас, есть две направления. Одно это вот идти к людям, чтобы узнавать, вот, как они, почему они выбрали вот эти юрки вот, для своих, как это происходило, и что они имели в виду, почему они выбрали этого, и всякую символику, все эти элементы, которые вот с населением. И второе направление это мастеров, те, которые строили вот эти памятники. И, конечно, здесь это больше как архитектура, и здесь, конечно, вот это строительный материал, вот, индустриализация, потому что видно тоже, что меняются вот эти памятники, связаны вот с какими строительными материалами доступны. Конечно, кирпичи вот тоже появятся потом, как элементы. И эти моменты символику, они меняются, конечно, после независимости уже по-другому. Есть отношение вот к могилу, к памятнику, который вот под влиянием советского и российского, русского. И здесь вот это тоже эти элементы, которые еще нам нужно дальше. Но сейчас больше вот сейчас это вот интервью. Спасибо. По поводу вашего выступления, Талгат, очень важно, Токтугульская лес. Мы, когда читаем новости, часто видим статьи по этому поводу. Это стратегический объект, и настолько стратегический, что, мне кажется, даже какие-то французы работали над ремонтом одной из турбин, если не ошибаюсь. То есть очень удивительно. Ваш доклад напоминает, насколько, кроме карт и фотографий, картины и образы нам очень нужны, даже в области науки. Это то же самое Буймиля, на самом деле. Вот. Мне кажется, это очень важно, это подчеркивает то есть общую черту между вами, между всех докладчиков. Можно, пожалуйста, узнать, там на месте есть музей, потому что вы упомянули, что основные вот эти артефакты, которые были там, которые там нашли, они сейчас здесь в Бишкеке, в Национальном музее истории, а там что-то хранится вообще. Это первый вопрос. И второй вопрос, если доступа к материалам нету, то есть этим чувствительным материалам, как вы работаете? То есть вы пользуетесь этими снимками, наверное, да? А что другое есть? Да, спасибо большое за вопросы. Да, что касается образов, да, действительно, люди скучают больше не по месту, там, улице, полю, да, а им важна память, да, которая связана с этим местом. Да, они пытаются это вспомнить, что вот мы можем четко увидеть, проследить в группе одноклассников, где собрались бывшие гетментигинцы. Да, по поводу инфраструктуры памяти, да, там есть ли музей. Я был в Каракуле, это Каракуль, наверное, знаете, да, это город, который обслуживает вот эти Каскад ГЭС. Там больше история, да, и вообще в Кыргызстане память, связанная с Токтугульским ГЭС, он приводит к тому, как ГЭС строился, да, там ударные темпы, не знаю, успеть к 25-му съезду, да, вот, такие лозунги, да, как мы видим кадры, как грузовики гружают там большие камни, да, перегораживая реку Нарын. Но практически нет или очень мало информации о том, что осталось под водой, да, там буквально 2, по-моему, документальных фильма. Но такого материала, чтобы опрашивали людей, да, чтобы этому посвящалось какое-то исследование, я, к сожалению, не нашел. Возможно, не есть.
Но это, наверное, показательно, что даже в Государственном архиве есть фотографии, как строится ГЭС, да, там этап строительства и так далее, но нет информации о том, что было затоплено. Да. И да, это сейчас сложно работать, но не настолько сложно, например, как работать с событиями, которые были 100 лет. Потому что 70, люди живы, да, вот очевидцы, у них сохранился личный фотоархив, истории, вот, и через них можно вот подобраться к этим историям, к этим событиям. Да. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Большое спасибо. И вы тоже напоминаете, что с одной стороны есть официальная память, а с другой стороны есть память, которая сохранилась у очевидцев. Это очень важно. Ну, я думаю, здесь завершу, наверное, свою. Спасибо большое, Рэм, за столь интересные вопросы. Позвольте перенести сессию вопросов и ответов. У нас есть вопрос, да? Пожалуйста, представьтесь. У нас есть совсем немного времени до перерыва, буквально 5 минут. Я думаю, что мы успеем, наверное, максимум 2 вопроса услышать. Саламатсыздар. Мен Талғатқа бір-екі сұрақ берейін деп келеміз. Ана ұсынышым айтып қойсам. Талғат, сіз айтып отырсыз, ошол археологтарға гези принципи и археологический раскопкалар жөнүндө бир аз сөз кылып кеттиңиз. Бул биринчи суроо. Сиз археологтарга гези принципи кездесеңиз кимдерге? Мисалы ошол Кетмен төбөнү таскан археологтор Сулайманов, Кожобеков, Айтаркулов дегендер качкан да. Сиз көрсөткөн экспонаттардын бардыгында. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошолорду карап коюңузбу, болбосо ошо эгерде илимий ишиңиз болсо, анда тереңирээк изилдеп ушул агайлар менен байланыштырсаңыз жакшы болот эле. Рахмат сурооңузга. Ооба, сөзсүз түрдө бул археология жөнүндө сөз кылганда биздин археологдорду алып кетүү мүмкүн эмес, жана маалыматты алар жок билүү мүмкүн болгон жок. Ошол себептен мен биздин Улуттар академиясынын археология бөлүмүнүн институтунун жетекчиси Хадиша Искендеровна менен жолуктум. Ал өзү ошо студент кезинде практиканы ошо Кетмен төбөдө казууларда аткарган экен. Ошондон тышкары Кожобердиев агайыбыз ошол жакта изилдөөлөр жүргүзгөн, 10 жылдай 10 сезондо иштеген ал жакта. Негизинен алардын археологдордун өздөрү менен эмес, иштери менен таанышканга аракет кылдым. Бул археология тууралуу чоң материал жасай турган чоң маселе негизи. Жана аны балким кийин жасайм, бирок бул изилдөөнүн алкагында археология бул бир бөлүгү болгондуктан анчалык каалагандай чоң көңүл бөлө алган жокмун. Балким кийин кылат экенмин. Да, слово. Есть ли вопросы у участников? Так, если у нас нет вопросов, позвольте завершить сегодняшнюю утреннюю сессию, поблагодарить всех докладчиков за столь интересные, стимулирующие к дальнейшим размышлениям доклады и дискуссии. Позвольте пожелать вам удачи в ваших научных изысканиях и пригласить наших участников на небольшой перерыв, и вскоре мы встретимся на следующей сессии. Спасибо большое.